эфире специальный выпуск новостей, в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Всех нас с пришедшими праздниками, с новолетием и с Рождеством, Светлым Рождеством Христовым. Мы готовимся снова, уже теперь к Старому Новому году, поэтому всем праздничного настроения. По сегодняшней теме, она, правда, такая летняя, но готовь, что называется, сани летом. Поэтому речь сегодня я поведу о дикоросах. Дикоросы для республики тема не просто очень важная, она еще экономически очень целесообразная и эффективная. За 2021 год республика продала или экспортировала только в Европу дикоросов на $300 тысяч США. Показатель нацпроекта перевыполнен на $100 тысяч, но это совершенно не предел, это, так скажем, такой показатель просто. На самом деле, когда я особенно по удаленным уголкам республики проезжаю, то один из вопросов, которые очень часто задают, как можно организовать сбор, а самое главное не сбор, а прием дикоросов, то есть куда сдать дикоросы. И действительно, когда все-таки близкие районы к Сыктывкару или к Ухте, там более-менее люди выбирают дикоросы. Вот когда уезжаешь вглубь и едешь по уже удаленным от больших наших населенных пунктов на 100, на 200 километров, то там действительно дикоросов очень много, и туда просто не доходят сборщики, просто потому что, еще раз говорю, все-таки недостаточный именно прием дикоросов. Поэтому, понимая это, я дал указание Минсельхозу проработать вариант создания республиканской организации по приему дикоросов. Учитывая, что это все-таки экспортная позиция, это очень важная история, и как один из уже шагов мы сделали, в 2021 году мы выделили 4 миллиона рублей из республиканского бюджета для как раз приобретения техники для заготовки и переработки дикоросов. Но это на самом деле пробный шаг, все-таки основное сейчас поручение, которое Минсельхоз и коллеги из Минэкономики, из Министерства финансов прорабатывают, это создание, как я уже сказал, предприятия именно по заготовке дикоросов. Поэтому буду по этой теме вас тоже информировать, но, повторяю, совершенно уверен, что вот такое предприятие и действительно активный и массовый сбор, в том числе в удаленных и сельских регионах республики, даст еще дополнительный, очень серьезный вклад в экономику республики. И это, считаю, очень важной составляющей наряду с другими экономическими ресурсами, которые мы сейчас отрабатываем, поскольку, повторяю, это экспортная составляющая, а значит, она всегда будет приносить в бюджет республики дополнительное финансирование. Но по тому, как эта тема будет развиваться, будем стараться уже к сбору 2022 года какие-то шаги сделать, буду вас информировать. По эпидобстановке мы снижаемся очень активно по числу выявленных вновь заболевших ковидом. За сутки у нас сегодня максимально низкий уровень за последние праздничные дни, 71 случай. При этом все равно все-таки очень высокую составляющую дают большие города, это столица Сыктывкар, Ухта. Причем Ухта спорит с Сыктывкаром, 15 случаев выявлено в Ухте, по населению Ухты это выше, чем заболеваемость, чем в Сыктывкаре. По коечному фонду ничего не изменилось, мы, естественно, пока не
новые койки не разворачиваем, но я думаю, что сейчас будем сокращать, потому что мы уже практически вдвое превышаем количество занятых и незанятых. То есть занятых у нас 783, а развернуто 1346. Теперь по вакцинации. Да, ну вот среди выявленных 71 случая мы с учетом, что все-таки у нас мест достаточно, я дал сейчас указание Минздраву максимально при выявлении ковида госпитализировать пациентов, поэтому из 71 случая у нас выявлено 4 человека привитых, мы их госпитализировали, ну вот повторяю, с учетом все-таки выхода после праздников, с тем, чтобы не пропустить какие-то ухудшения состояния, госпитализируем в том числе и средние случаи, в том числе. По умершим. Умерших у нас за сутки 6 человек, при этом среди умерших ни одного вакцинированного нет. К сожалению, ну вот видите, что все-таки умирают у нас люди не вакцинированные. Теперь по вакцинации. Полностью завершили вакцинацию 376 336 человек. Хочу сказать, что мы очень сильно сбавили за время праздников вот этих длинных по количеству вакцинированных. Надо наверстывать. Я уже говорил о том, что прямой связи нет, допустим, с проведением больших массовых мероприятий. Ну вот у нас сейчас будет глобальное мероприятие, это мы готовимся к чемпионату мира по хоккею с мячом. Прямого запрета нет, но тем не менее я уже говорил об этом. И речь не о том, что мы не готовы. Мы как раз готовы. Завтра я буду проводить очередное совещание по готовности всех служб, стадионов в том числе. У нас нет каких-то критических вопросов, все вопросы в ходу, они все решаемые, но просто международный комитет может поставить вопрос о том, что в месте проведения, в столице чемпионата мира по хоккею с мячом, высокий уровень заболеваемости и низкий уровень как вакцинированных. Ведь я уже говорил, что это отслеживается, это цифры открытые, ими владеют все, кто захочет увидеть. Поэтому нам нужно в этом смысле нагонять. Просто нужно сейчас восстанавливать наши те темпы, которые мы набирали до Нового года. Мы, в общем, в отдельные дни прививали по 2500, даже по 3000 человек. Поэтому надо нам на эти цифры возвращаться, тем более, что нам до отметки, чтобы выйти на уровень 80%, остается не очень много, поэтому нужно сейчас над этим работать. И поэтому все, кто еще думает о том, что вакцинироваться, конечно, нужно приходить и вакцинироваться. Вакцины у нас более чем достаточно, более 152 тысяч доз. Все пункты вакцинации открыты, работают, поэтому милости просим. На этом сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.